Сёлетні дзень абароны спажыўцоў праходзіць пад дэвізам «Лічбавы свет, надзейныя смарт-прылады». Парушэнні ў рабоце інтэрнэт-магазінаў адны з самых распаўсюджаных у нашай краіне. Не выключэнне і Брэская вобласць. Гэтую антэну брашчанін Александр Вітальевич набыў на адной з гандлёвых інтэрнэт-пляцовак. Планаваў, калі летом поедзе на дачу, не застанецца без сваіх любимых спартыўных перадач. Когда почитал, что тут обещают 300 программ, да в НД исполнении, качественно очень. У меня дома сейчас идет в НД исполнение, видно, что было раньше и что сейчас идет. И пошла реклама. Нарисована антенночка сантиметров так под 60 длиной, плосковатая такая, где-то сантиметра 3-4 на 2, 1,5-2 сантиметра. И реклама такая, что ее в телевизор втыкаешь, любого исполнения телевизора, даже и до царского, до старой еще, советских времен. Качество гарантировали отличное. І вось пасылка прыйшла, але замест тавару, які Александр Вітальевич хацеў набыць, яму даслалі зусім іншую антэну, якая не толькі не адпавядае заяўленым характарыстыкам, але і ўвогуле не працуе. Когда оплатил, меня смутило, что она вот так была, сантиметров 5, ну, может, до 10 сантиметров выше этой антенны. Ну, просто упаковка такая. Ну, кто его знает. По интернету это, может, сравнимо. Я прямо на почте вскрыл и нашел вот это, извините, выкидыш антенны. Я пытался по этим же телефонам, которым мне звонили, потому что они у меня остались в мобильнике, все. Никто не снимает, играет только музыка. Ситуация, калі клиент атрымаў зусім іншы тавар, ці тавар неналежнай якасці, даволі распаўсюджаныя, азначаюць специалисты. Если вы все-таки уже заказали ту покупку, то или иную, то в присутствии тогда уже представителя Белпочты вскрыть эту упаковку, и если будет зафиксирован факт нарушения каких-то ваших прав, чтобы это было отражено как-то с тем человеком, который все-таки видел это, чтобы в последующем судебном заседании можно было представить каких-то свидетелей. Сярод абавязковых крытэрыяў, на што трэба звяртаць увагу пры лічбавым шопінгу, рэквізіты магазина, юрыдычны адрас, улікавы нумар, звесткі аб дзяржаўнай рэгістрацыі. Павінны быць і звесткі аб таварах, не толькі кошт, але і характарыстыка, гарантыйны тэрмін, умовы дастаўкі і аплаты. Ну, ежедневно, каждый день, как по телефону, так и на личный прием приходит около 3 человек на прием, и около 10-15 звонков в день поступает обращений граждан по тем или иным вопросам, связанных с законом о защите прав потребителей. На сегодняшний день мы рассмотрели уже около 10 исковых заявлений в суде, где все положительные результаты в пользу потребителей решения судов. Від шопінгу інавацыйны ці традыцыйны кожны выбірае для сябе сам. Галоўнае, каб набыты тавар быў якасным і адпавядаў неабходным характарыстыкам. Калі ж вашы правы былі парушаны, можна і трэба звяртацца па дапамогу у грамадскае аб'яднанне «Абарона правоў спажыўцоў». Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».